История единственного суворовского училища на Северном Кавказе состоит из взлетов и падений, и началась она более 100 лет назад, когда указом императора Николая II, цитата, «для сыновей военнослужащих, проходящих и проходивших службу на Кавказе, местных дворян и детей по избранию командующего войсками был создан первый Владикавказский кадетский корпус». Его торжественное открытие состоялось уже через год, однако просуществовал он лишь до 1917 года. В 1943 году партия решила создать широкую сеть суворовских училищ по типу старых кадетских корпусов. В том же году на временных основаниях училище было открыто в Майкопе, а в августе 1947 года передислоцировалось во Владикавказ и стало называться Северо-Кавказским суворовским военным училищем. Просуществовало оно четверть века. За это время состоялось 20 выпусков. Из числа выпускников 60 человек были награждены медалями Героев Советского Союза, 7 человек стали героями Российской Федерации и 34 выпускника дослужились до звания генерала. Я считаю, что действительно такое учебное заведение является гордостью для нашей республики. И не только для республики, но и для Северного Кавказа. Новейшая история училища началась в 2000 году, когда на основании приказа министра обороны России и при активной поддержке президента Северной Осетии Александра Засохова оно открылось вновь. А 2 года назад с легкой руки Анатолия Сердюкова Суворовское училище было расформировано. С тех пор и по сей день на базе действует кадетский корпус, финансируемый из бюджета республики. Однако осенью прошлого года пришла добрая весть. По решению Сергея Шойгу Северо-Кавказское военное училище будет в очередной раз возрождено и вновь перейдет под крыло Министерства обороны. После выхода постановления правительства глава республики провел рабочее совещание, где поставил конкретные задачи соответствующим должностным лицам, соответствующим министерствам и ведомствам по организованной передаче училища в ведение Министерства обороны. В настоящее время мы проводим ряд комплекс мероприятий, которые бы способствовали организованной передаче училища в ведение Министерства обороны. И в ближайшее время должен выйти приказ министра обороны, где будут определены конкретные сроки обучения, сроки передачи и количество обучаемых. И, конечно же, это знаменательное событие в нашей жизни, и хотелось бы от имени коллектива училища, от себя лично поблагодарить главу республики, председатель правительства, парламента, Совет ветеранов. По словам члена Общественной палаты России Александра Коньшина, ликвидация Суворовского училища была серьезной ошибкой не только с точки зрения обучения и воспитания молодежи, но и с позиции политики федерального центра на Северном Кавказе. В настоящее время руководство Северной Осетии совместно с Министерством обороны России прорабатывает необходимую документационную базу. С 1 сентября 2014 года училище полностью возобновит свою деятельность. То, что нас возвратили в статус Суворовского училища, мы очень рады этому. И для нас это играет очень значительную роль, и все без исключения этому рады. Это очень хорошо, потому что в Суворовском училище будут более углубленные знания, и поэтому мы сможем получить более лучшее образование.